В конце марта 1783 года была совершена экспедиция царских войск в Атаги и Алды под начальством полковника Коха. Именно в этой экспедиции приобрел первый боевой опыт Петр Иванович Багратион, российский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года. В 1785 году в неудачном походе отряда под командованием де Пьери против восставших горцев шейха Мансура адъютант полковника де Пьери, унтер-офицер Багратион, был захвачен в плен под селением Алды. Но затем горцами, пораженными мужеством и отвагой молодого офицера, был добровольно выдан царскому правительству без всяких предварительных условий и требований. Весной 1918 года большинство чеченцев поддержало советскую власть, поскольку в ходе аграрной реформы, проведенной властями Терской Народной Республики, чеченским обществом была возвращена значительная часть земель, переданных царской администрации казакам и другим переселенцам. С октября 1917 по март 1918 года в Терской области полыхает пламя межэтнических войн. Чеченцы и ингуши нападают на казачьи станицы, в ответ казаки и солдаты громят чечено-ингушские аулы. Большевики в расчете завоевать доверие как горцев, так и казачества были вынуждены лавировать между интересами различных национальных групп. Так им удалось привлечь на свою сторону значительную часть горцев обещаниями вернуть землю, занятую казаками. Именно в этих условиях борьбы за влияние у населения, и была провозглашена в Гайтах в марте 1918 года советская власть в Чечне. Деятельность Гайтинского народного совета, особенно пробольшевистски настроенного Асламбека Шарипова, а также политическая линия Таштемира Эльдарханова и других просоветских настроенных активистов, поиск гражданского мира, учет местных особенностей, стремление всерьез реализовать декларированное право на внутреннее самоуправление автономных горских областей вызвали симпатию к новой власти у горцев. Гибкая политика Эльдарханова, Атаева и других, их опора на авторитетных в народе и в тот период лояльных к советской власти шейхов помогли позже советской власти укрепиться в Чечне и Ингушетии. В марте 1920 года Красная Армия изгнала белогвардейцев Деникина с территории Чечни и упразднила Эмират Узун-Хаджи, являвшийся прежде союзником большевиков. В Эмират, который представлял собой монархию, со столицей Ведено вошли горные районы Дагестана, Чечни и части Ингушетии. Главой Эмирата стал сам Узун-Хаджи, аварец по происхождению. Председателем правительства, а заодно и главнокомандующим и министром иностранных дел чеченец Дешнинский Арсанукаев, бывший офицер царской армии, который именовал себя не иначе как князем. Ранее, весной 1919 года, Чечня, как и весь Северный Кавказ, была захвачена войсками генерала Деникина. Быстро заняв Грозный и приграничные районы, деникинцы столкнулись с мощным сопротивлением. Большевики применили гибкую тактику и использовали эмира Узун-Хаджи в борьбе против Деникина, обозначив свою линию поведения как совместную борьбу с общим врагом. Однако сразу же после разрешения ситуации советской властью были предприняты действия по ликвидации Узун-Хаджи и развалу объявленного им государственного образования. В начале марта 1932 года на фоне всесоюзной коллективизации в селении Биной Нажиюртовского района было проведено совещание группы повстанцев, на котором и было принято решение начать 23 марта массовое вооруженное восстание против советской власти. Руководителем восстания был избран выходец из селения Шуани Нажиюртовского района Моца Шамилев. С началом выступления планировалось захватить промыслы в селении Стерч-Керчь Нажиюртовского района, далее станцию Гудурмес и в дальнейшем действовать по обстановке. Местному государственному политическому управлению через своих осведомителей удалось спровоцировать преждевременное восстание и с помощью частей Красной Армии жестоко подавить его. Всего по делу так называемого Чеченского националистического центра было арестовано до 3000 человек. Эти события вошли в историю Чеченской Республики как мартовские события. Муталиб Давлетмирзаев родился 23 марта 1939 года в селении Валерик, ЧССР. Высшее образование получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кино. После окончания этого вуза в 1962 году стал работать в театре имени Хампаши Нурадилова. Он стоял у истока возрождения чеченского театра, который в 60-е годы вместе со своим народом переживал период своего возрождения после 13 лет депортации. Муталиб Давлетмирзаев исполнял роли монаха Лоренца, Джона
Джона Джексона, Печорина, имама Шамиля, Ричарда III, Кориолана, Сталина и многих других. Одной из первых громких удач Давлетмирзаева стало блестящее исполнение главной роли в комедии Хамидова «Божали». Давлетмирзаев – один из немногих чеченских актеров, кто исполнял роль Ленина. Муталиб Давлетмирзаев – народный артист РСФСР, заслуженный артист ЧССР и народный артист ЧССР. Наконец, заслуженный артист Российской Федерации. Также был удостоен звания лауреата Государственной премии имени Станиславского. Асуханов, член Союза художников СССР, заслуженный художник ЧССР и Республики Дагестан, народный художник Чеченской Республики. Родился 25 марта 1939 года в Гудермесе. Школьные годы прошли в Казахстане. В 1961 году он поступил в Махачкалинское художественное училище. Только по окончании образования Асуханов вернулся в Грозный и с тех пор живет и трудится в Чеченской Республике. Пишет полотна на исторические темы, пейзажи, графические работы, акварели. В 80-е годы на творчество художника большое влияние оказали поездки за рубеж. Асуханов участвовал во множестве всероссийских и зарубежных зональных и республиканских выставок. Народная артистка Чеченской Республики Зулай Айдамирова родилась 24 марта 1947 года в Казахстане, в городе Джамбуле. После окончания школы восьмилетки в Грозном продолжила образование в Республиканском музыкальном училище. В 1968 году стала студенткой одного из ведущих театральных вузов России – ГИТИСа. Сразу же после его окончания в 1973 году была принята в Чеченский государственный драматический театр имени Нурадилова. Сыграла главные роли в спектаклях «Ричард III», «Елизавету», «Человек из Ла-Манчи», «Дульсинею», «Из тьмы веков», «Токи», «Бременские музыканты», «Принцессу», «Песня войнахов», «Невесту» и многих других. Международный день театра отмечается ежегодно с 1962 года. Учрежден годом ранее в Вене на 9-м конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. Деятельность организации, согласно ее уставу, должна быть направлена на укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех деятелей мира. Членом Международного института театра Советский Союз стал в 1959 году. С 1961 года СССР – постоянный член исполнительного комитета МИТа. Говоря о Чеченском национальном театре, стоит отметить, что первая чеченская театральная группа была организована Назарбеком из селения Гатынкале, ныне Шатойского района. Он написал и поставил несколько пьес на чеченском и русском языках. Тексты не сохранились. В 1912 году труппа поставила, например, пьесу «Вечеринка». Пьесы Гатынкалинского были написаны, по-видимому, на основе чеченского алфавита, разработанного еще в досоветский период. В основном развитие чеченского театра приходится на советский период. Дальнейшее развитие чеченского театра приходится на советский период. В 1928 году любитель сцены Магомед Яндаров организует в Грозном постоянно действующий драматический кружок. В 1931 году на базе этого кружка была открыта студия Чеченского национального театра, первым директором которой и стал Яндаров. В студию было набрано 45 человек, в основном из художественной самодеятельности, из них 9 девушек. По тем временам это была революция. Впервые в истории чеченского народа женщина выступала вместе с мужчиной на сцене театра. В 1933 году в торжественной обстановке первые студийцы показали свой дипломный спектакль по пьесе Бадуева «Красная крепость», посвященный событиям гражданской войны в Чечне. С того дня студия стала называться Чеченским государственным театром.